Президент ТТП Геннадий Гагулья сразу объяснил журналистам, почему было решено созвать пресс-конференцию. Причина, как выразился он, в неоднозначном отношении некоторых абхазских чиновников к участию наших представителей в международных выставках. Чтобы достойно выглядеть на представительных международных форумах, в ТТП провели огромную работу и преодолели множество препон, связанных с получением виз, провозом образцов продукции через 2 государственные границы и прочее. Некоторые чиновники могут считать, что это не нужно. Не знаю почему. И это, знаете, картина отношения чиновничества была у нас еще в прошлом правительстве. Но, к сожалению, многие чиновники с прошлого правительства перебрались в новое правительство и продолжают гнуть свою линию. Абхазский павильон на немецкой выставке «Зеленая неделя» занимал 30 квадратных метров. Была представлена сельскохозяйственная продукция нашей республики. Цитрусовые, аджика, аджинджух, сыр, копченое мясо, фрукты, вино. По словам президента ТТП, все, что представила Абхазия, вызывало большой интерес. Подробную информацию о свойствах этих продуктов и истории их производства в Абхазии немецкие посетители смогли узнать из релизов на немецком языке. Пользовался успехом весь материал, который мы представили. И к концу планируемого нашего пребывания 4-го дня у нас, к нашей радости, не осталось ни одной печатной продукции. Мы были, если бы мы еще остались бы на 1-2 дня, мы там выглядели бы немножко, конечно, уже хуже. Пребывание нашей делегации на выставке в Германии не было безоблачным. Острое беспокойство по этому поводу испытывали представители Грузии, которые откровенно и порой агрессивно высказывали его нашим участникам. Апогеем стало вмешательство посла Грузии в Германии и последующий вызов на ковер организаторов выставки. В итоге руководству «Зеленой недели» пришлось извиняться перед Грузией. В свою очередь МИД Абхазии опубликовала протест против запретительных действий восточного соседа. Впрочем, политика перекрывания кислорода в отношении Абхазии типична для сегодняшней Грузии. Грузинская сторона узнает, как только узнает о том, что Республика Абхазия будет принимать участие в международных выставках, делает все для того, чтобы нам отказали. А это зачастую уже выкупленные билеты, тарифы, которые невозвратны, это оплаченные гостиницы, это выкупленная продукция. То есть это очень большие затраты, которые мы несем. Не только такая зеленая неделя. Обыкновенно выставка в Болгарии в 2014 году у нас планировалось все, и они нам ее сорвали, потому что мы лишний раз где-то прописали, что мы будем где-то участвовать в Болгарии на выставке. И моментально она была зарезана. Выставка, посвященная туристической отрасли, в которой приняла участие ТТП Абхазии, прошла в Турции 22 января. Абхазской делегации не удалось здесь зарегистрироваться официально, но все же она сумела представить на выставке свою страну. Эту возможность предоставила нам одна из турецких фирм. Судя по всему, сегодня война с Грузией лежит в другой плоскости, но от этого она не менее ожесточенная. Работа дипломатическая не предполагает мгновенных видимых результатов. Это длительная, кропотливая работа, которая ведется зачастую в кулуарах. Поэтому люди ждут каких-то результатов сразу, но так не бывает. И любое большое дело начинается с малого. Мы должны продвигать нашу Абхазию на всех уровнях. И на сельскохозяйственных выставках, и на культурном уровне, и в сфере спорта и так далее. Представители ТТП Абхазии ответили на вопросы журналистов, в том числе и о дальнейших планах в области экономического сотрудничества с другими странами. Была Кварчия, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.